Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. И сегодня я снова собрала для вас самые актуальные и интересные новости, в том числе и из социальных сетей. Также мы с коллегами расскажем и покажем вам якутские алмазы. Ну и, конечно же, по традиции, самые уникальные, наикрасивейшие места нашей необъятной Большой Якутии. Приступим! Представьте, если Максим Кирович Амосов жил бы в наше современное время. Современный образ государственного деятеля глазами 3D-дизайнера. Пользователи социальных сетей разделились на два мнения. Некоторые считают анимацию действительно схожей с фотографиями Максима Кировича, другие не согласны. А как считаете вы? Ну, в любом случае, мне кажется, это очень интересно. Алданочки на празднике Ивана Купала. Так их прозвали пользователи социальных сетей. Энергия воды, огня и красивых женщин. То ли нимфы лесные, то ли ведьмы, пишут в социальных сетях. И ливень разогнали, и все обряды прошли. На видео девушки из Алдана, Куранаха и Тамота. Его мелочек, он судьба наверняка. Ой, на Ивана Купала я вино заплетала. Ой, на Ивана Купала в хоровод вошла. Легкоатлету из Якутии стало плохо прямо перед финишем. Он лидировал всю гонку, но в итоге был дисквалифицирован из-за того, что ему помогла мама. Артур Бурцев обгонял соперников, но в конце дистанции спортсмену резко поплохело. В селе Барагонцы, где проходит забег, 35 градусов жары, и у парня, по-видимому, случился тепловой удар. На помощь пришла мама. Она подбежала к сыну и довела его до финиша. Спортсмен пришел вторым в окружении мамы и врачей. Но серебряную медаль бегуна аннулировали из-за мамы, потому что заходить на дорожку посторонним и помогать спортсменам, увы, нельзя. Но легкоатлет Артур Бурцев нормально относится к произошедшему. Как говорят, поговаривают, что на игры он специально привез маму и сестру. Артур планировал, что это будут его заключительные игры. И уже сегодня всех якутян обрадовала радостная новость. Артур Бурцев выигрывает забег на 5000 метров и становится героем спортивных игр народов Якутии. Алексеев Роман, бронзовая медаль. Чуть-чуть не хватает Драгунову Константину, вчерашнему чемпиону. Артур Бурцев вернул должок вчерашнего выступления. Естественно, все болельщики поддержим чемпион 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия Артур Бурцев! Получилось очень драматично, и на самом деле отчасти, да, это многие узнали о том, что в Якутске проходят такие соревнования благодаря вчерашнему моему финишу. Поэтому, ну, будем сказать, для меня это было хорошим уроком, а для других это было, ну, отчасти очень многие переживали за меня, и как знакомые, друзья, ну, очень много из родственников, все писали, ну, как мое здоровье, все хорошо. Для тебя обиднее было все-таки прийти не первым или вот сам факт дисквалификации? Для меня вообще ничего не было. Не было обидно, да? Не обидно было, потому что, ну, мама есть мама, поэтому она у меня, к сожалению, сама спортсменка, стала благодаря мне. То есть она очень много, ну, вот сейчас дома, помимо работы, бегает, плавает на велосипеде, крутит. И если бы она спортом не занималась, наверное, она бы вот, у нее не было бы такой реакции, поэтому не подхватила бы меня. Поэтому я увидел это уже просто на видео, но это спорт, поэтому и мама есть мама, поэтому, ну, такое бывает. Я контролировал и бег, потому что я понимал, что я ребята уже достаточно на большое расстояние убежал от них, и по идее я мог расслабиться и бежать спокойно, и все равно бы выиграл. Но трибуны подгоняли, и плюс это домашний старт, и хотелось выиграть, и это была первая бы медаль для нашего района, потому что это первые соревнования, ну, которые разыгрывали медаль. Но потом, когда вот оставалось буквально, наверное, 200 метров до финиша, начали снова трибуны скандировать. И, ну, домашняя арена, она помогает. И, конечно, район и поддержка сделали свое дело. И откуда-то силы взялись, и я смог перебрать ногами и для себя, и для зрителей смог завоевать медаль. Поэтому это, ну, очень здорово, что так вышло, и все хорошо закончилось. Еще одна потрясающая новость. Летучий прыгун улучшил собственный рекорд.
Игорь Скрябин из Мегино-Кангаласского улуса установил новый рекорд республики в прыжках в длину – 7 метров 40 сантиметров. А теперь я предлагаю уже по традиции окунуться в самые красивые места нашей большой Якутии. Ловите видео с Булуса. Я уверена, что многие сейчас в данный момент в нашу жару хотели бы там оказаться. Увидеть наши якутские алмазы и бриллианты своими глазами можно сейчас в Мирном. Сейчас там проходит выставка «Алмазный фонд Алроса». Подробнее в материале наших коллег. Мы продолжаем рассказывать об экспонатах выставки «Алмазный фонд Алроса». Отдельного внимания заслуживают самые крупные экземпляры. Они впечатляют не только своими размерами, но кристаллы еще и обладают интересной цветокачественной характеристикой. Вот этот алмаз Боарт-2 похож даже не на алмаз, а на осколок метеорита. А уникальность его еще и в том, что он один из самых крупных алмазов, добытых в Якутии. Весит 430 карат. Эксперты считают, что обломок еще большего кристалла. Сложно представить, каким был исходный алмаз. По соседству экземпляр более скромного размера. Редж 3. 350-каратный алмаз добыли в трубке удачно. Этот кристалл тоже особенный, уникальный в своем роде. В нем объединены оттенки желтого, зеленого, коричневого. Сортировщики называют такое сочетание разноцветный. Здесь же на витрине алмаз Анабар. Из названия понятно, что нашли его на месторождении Эбелях Анабарского улуса. Желто-коричневый камень весит чуть более 236 карат. По предварительной оценке Анабару от 120 до 230 миллионов лет. Только представьте, в это время на планете появились примитивные млекопитающие и цветковые растения. Гордится Алроса и уникальным камнем 2000 лет от Рождества Христова. 180-каратную находку назвали так, поскольку сотрудники трубки юбилейной в Айхале обнаружили его накануне Рождества 25 декабря 1999 года. Форма у кристалла искажена, это октаэдр с единичными сульфидными включениями. Относится к категории уникальных. Конечно же, это результат труда жителей Якутии, а именно тех, кто работает в Мирнинском и Анабарском районах. Крупные алмазы – это только часть выставки. Ивана Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». А на этом я с вами прощаюсь, но не спешите переключиться. Представляю вашему вниманию познавательный ролик о горном хребте Улахан-Сис, который расположен на границе Абыйского и Алаяховского улусов, который впервые был обнаружен только в 2016 году. IT-школа Илларионова сделала видео о том, как появилось это уникальное место. Приятного просмотра и до новых встреч!